Здравствуйте, меня зовут Алуа Барманкулова, и сегодня в нашей белой студии программы «Калам Артс» мы находимся вместе с казахстанским искусствоведом Баян Карибаевной Барманкуловой. И тема нашего выпуска сегодня – художник Наталья Литвинова. Наталья Литвинова – художница, которой мир является в одеждах декоро, то есть превосходно украшенным. Работы Литвиновой находятся в музеях Казахстана, а также в частных коллекциях России, США, Испании и Германии. Наталья Литвинова, человек очень, скажем так, теплый. Кроме того, что она прекрасный живописец, она и прекрасная хозяйка, такие пироги пекут. Мы всегда просим, что, может, уже пора на пироги. Как она видит мир? Она как начинала тоже с прикладного, расписывала деревянные тарелочки, увлекалась в детстве вышивкой. И опять вот это, как растение. Вот растение не может вдруг раз и вырасти, да, забыть про корешок, про стебелек, и вот так вот цветочек сразу. Значит, прикладное искусство у любого народа приучает к внимательности. Для Литвиновой стало, вечной основой. Она видит мир очень декоративно и старается вот эту, броскость форм запечатлеть. Вот как в этой работе «Физалис». Она взяла такой густой, фиолетовый, даже пурпурный цвет королей, одежды королей. И показала головки физалиса закрытые, распахнутую и ягодки. То есть как будто бы вот этот процесс созрело, мы взяли, распахнули оболочку и увидели совершенно изумительной красоты ягодки. Вот как каждый предмет, который она видит глаза в глаза, что ли. И она не может отвести свой взгляд от той формы, которая сейчас перед ней распахнулась. Если ты увеличишь на экране сейчас, ты увидишь, что вот эти коробочки, посмотри, сколько там деталек. Они прорисованы точно как сама структура лепесточка. Как есть, да. Вот когда ты раскрываешь, там масса прожилочек, да. И ей каждая прожилка дорога, потому что это то, что дар природы. Это есть как факт, как реальность. И с одной стороны, это очень декоративно, на фиолетовом терракота лежит. А с другой стороны, очень детализировано. И я всегда, когда бываю в ее мастерской, прямо замираю перед ее работами, потому что это такое уважение к тому, что есть, к факту природной жизни. Теперь слива. Конечно, не она первая распахнула ягоду или фрукт, вот разрезала пополам, показала косточки. Это делали уже голландцы в 17 веке, потому что, мы же не едим любую ягоду вот так целиком, с косточками вместе, да? Значит, есть сердцевина. Поэтому это естественно изобразить одну сливу целиком, другую распахнуть, показать косточку внутри, а потом много косточек изобразить. Много слив уже съедено. Да. И не обязательно изобразить там 5, 6, 10 слив. Достаточно показать несколько косточек. И это напоминает, у Толстого Льва Николаевича есть рассказ, да, когда он сказал, ты же, вот про сливу, что ты же мог подавиться. Нет, я ее выбросил. Да. Вот это, скажем так, и щедрость взгляда, и сдержанность взгляда одновременно. Показать красоту природной формы и в то же время не
ну, не гиперболизировать, что ли, вот не перешагнуть дозволенную, потому что когда много, мы тогда слива пропадет в кучке других слив. А здесь вот именно как портрет сливы. Следующая работа, которую можно посмотреть, яблоко с косточками. Да, я в детстве ела и косточки, сейчас почему-то не ем. Яблоко распахивается вот как сокровищница. Ну, в детстве, я помню, вот бывал апорт, его, когда он созрел, и можно было его сломать. И там открывалась такая сахарная поверхность, как будто это рафинад. И еще бывал медовый, такие полоски золотистые. Это как-то, прежде чем съесть, все-таки любовался. Да. Ну, может, потому что я собиралась стать искусствоведом, уже наблюдала. Фон такой подвижный очень. Ну, как будто бы, предположим, что там или какой-то ковер с рисунком шевелящимся изображен, или это сад, который там ветерок. Это не важно, но там просто движение есть. А яблоки, половинки яблока как будто бы вот замерли для того, чтобы мы могли полюбоваться и контуром, и этой зеленой кожурочкой, и этими коричневатыми семечками. Здесь все, вот опять-таки, это портрет двух половинок яблока. Да, и даже мякоть, в сущности, если вот вглядеться, увеличить, то можно почувствовать и не только мазок, но и вкус. Сильно увеличить пойдет живопись, да? Вот да. Мазочек к мазочку. Вот то небольшое увеличение, которое дает нам вкус яблока, но не еще, ну, как бы, технику живописи. Хотя я люблю приближать сильно, чтобы понять, как из двух мазков получилась какая-то форма. Все время любой художник, любая работа художника учит тебя смотреть. И считается самым лучшим произведение то, которое ты смотришь, уткнувшись носом, и тебе интересно. И отойдешь на полметра или на 2 метра, и увидишь целиком. И так интересно, и так интересно. Это высший пилотаж. Вообще очень приятно, такая вкусная серия работ. Да. А здесь свекла. Ну, кто свеклой любуется? Не знаю. В борще только. И вот здесь, а вообще-то, когда чистишь свеклу, то там такой красный цвет поразительный. И вот она показала, как бы такой стружкой чистит эту свеклу, чтобы показать, какая невзрачная она снаружи и какое богатство цвета внутри. Ну и свекла вообще вкусная вещь. Да. В сущности, вот так работать с каждым предметом, наверное, только Литвинова у нас работает. Какой-то особо пристальный взгляд. Угу. И душа вот как ребенка. Вот увидел, этот солдатик побежал, и он же может за ним следить полчаса. Вот и здесь такой вот, оказывается, ларчик открылся, и там сокровище. Драгоценный камень. Да, рубин. Вот у нее очень поэтичный взгляд. Ну, мы все знаем, что ива плакучая, да? А у нее ива еще не только плакучая, но как будто это фонтан прекрасный, разливающийся во все стороны и дающий ощущение, мгновение, ты остановись, ты прекрасна. Это же сделано просто. Mm-hmm. Ну, почти как лохматая девушка. Да? Волосы. Да. Ствол. И вот это вот. И они переплетаются. И ива вообще-то не совсем такая, если ты видела. Там нет вот этого взрыва. Она скорее. А ей нужно было показать, что когда она смотрит на иву, у нее прямо вот этот взрыв восторга. Что, боже, как красиво. Вот. Плакучий. А так как будто бы в какой-то
ну не бумагу, в какой-то сосуд поставили сухие ветви. Ну да, потому что ствол, он похож на бутылку прямую, на кувшин какой-нибудь. И поэтому вот это ствол, как у любых деревьев, и вдруг крона особенная, как Да. фонтан. И название такое ласковое — ивушки. Да, ивушки. Мгм. Здесь зеленая лужайка, в общем-то, да? Мгм. Лужайка. И по лужайке, ну, скажем, бумажные кораблики плывут. Но они не могут плыть. Это как бы поставленное, это воображение ребенка, который может из стула, из табуретки сделать машину. Да? Сесть Да, или и лошадь, и поехали. погонять. Мгм. Это вот то ну, как бы огромная работа фантазии, когда человек отрывается от реальности, хотя показывает ее, и добавляет туда что-то сказочное. То, что вот сейчас влетело в сознание, в душу, какой-то ассоциативный ряд пошел, который для другого человека, не обладающего вот такой особой игрой воображения, ничего не значит. Значит, здесь лужайка, где такие полевые цветочки и кораблики. Их пускали же не обязательно в тазике, они же быстро мокли и тонули. А это воображение, что это зеленое море, которое золотится от лучей солнца. И там вот несколько этих бумажных корабликов. Старая стена. Сказать по правде, когда я ее увидела, как-то у меня первое было ощущение, что я не поняла, что это. Вот это серебристое, это травы, но по серебру это как будто ковыль. Мгм. И вот где-то вдалеке кусочек красной стены, то есть остаток жилья. Человека уже нет. Но иногда нас так трогают именно развалины. Нужно сказать, все романтики начала XIX века европейские, они просто обожали руины. Много писали руин, потому что руины, ну, новый дом, ну, прекрасный новый дом. А руина – это история. Это тут были люди и ушли. И остались руины, полные для романтика, звуков, каких-то событий, историй целых. И романтики не значит, жили только в начале XIX века в Европе. Романтики всегда найдутся в любую эпоху, которым старый предмет часто бывает дороже нового. Потому что новые, они как бы у всех, Мгм. а старый только у тебя. И там история твоей семьи, какие-то странные события твоей личной жизни. Так что старые вещи, они живут во времени. А новые пока еще, ну вот я тебе 100 раз говорила, да, какой живописный Да, стол у нас здесь в столик. студии. Это любой живописец бы он ухватился. Нода бы точно ухватился писать этот вот чуть-чуть элемент. Так что романтизм восприятия сейчас вот современное искусство, вот то, что называется contemporary art, оно все время бежит за новизной. Сделать так, как ни у кого не было. Придумать вот такую штуку, чтобы у всех это... Ой, вот мы такого не видели. Ну вот я у Поля Валери читала, замечательный французский поэт конца 19-го, начала 20 века, и он еще писал много эссе, дружил со многими художниками, знал очень многих, о них писал. Вот. И он говорил, что это очень легко любить новое.
это поверхность, Мгм. а классическое искусство – это то искусство, которое идет в глубину. Оно может быть не ярким, не сильно бросающимся в глаза, но стоит дать себе 5 минут, чтобы постоять перед этой картиной, и ты поймешь, что это такая таинственная пещера, глубина моря, бесконечность человеческого «я». Вот. Так что романтики замечательно всегда живут. А это последний сноп. Нужно сказать, она мне даже рассказала, что в России вот этот последний сноп, когда убирали, дарили какому-то святому, который покровительствовал урожаю, хлебу, да, вот это самое, что вот мы тебе дарим это, чтобы на следующий год был такой же урожай. И вот что она сделала из этого снопа? Боже мой, это так красиво. Там мельница, к ней дорожка, да, туда все отвезли молотить, муку делать. А этот остался. И опять это как будто бы древо, растущее из земли, где-то в глубине корня. В сущности, у любого растения есть корни, есть стебель. Это может быть большущий стебель, это у дерева, а у растений тонкий. И здесь вот это как веер, как лучи солнца. Для всех народов хлеб – это очень важная вещь. Да, всему голова. Да. И я помню, в детстве выбросить корочку хлеба – это такой подзатыльник получишь. Как это? Хлеб. Это очень важная вещь. И вот у нее, и опять-таки вот второй план – это в сущности небо, усеянное звездами. Ты когда-нибудь была ночью высоко в горах? Да. Там же этих звезд утыкано, места нет. В городе мы, если увидели 3 звездочки, уже спасибо. Да. А высоко в горах, где чистый воздух, это поразительно. Даже это пугает. Я когда первый раз увидела небо, утыканное звездами, это было даже жутко. А потом восторг, как красиво. И вот у нее это небо, земля и хлеб. Недаром у Ломоносов открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Это такой, как бы сказочные мотивы. Рыбак на лодке ночью выплыл ловить летучих рыбок. Это так странно, да? Я вообще не знаю, ловят ли летучих рыбок вообще. А это как некоторое невозможное, удивительное. У нее даже когда-то была картина озеленители, ночные озеленители. Это вот ребенок, я всю жизнь, вот утром проснешься, вчера были почки, а утром уже листочки. И вот у нее в детстве возникла такой образ, что это ходят волшебники и озеленяют. И вот утром проснешься, а уже мир весь в листочках зеленый. Очень красивая вещь. А здесь вот такой ловец летучих рыбок. Прозрачное, такое изумрудное, и даже скорее хризопрас или хризолит, да, вот такой цвет воды, охристое небо, теплое, как бы убаюкивающее. И этот странный рыбак, который там сидит, задумался, ловит он рыбок или он в мечтах просто, потому что особо, сеть закинул и размечтался. Вот у нее много таких сказочных мотивов. Это поразительно. Вот в реальности практицизм вроде в ней есть. Она все умеет,
все делает, вот такая хозяйка стопроцентная, да? Мгм. Ну, вот рядом со мной, ну, так, у меня 25%, наверное. И при этом волшебство воображения. Это так странно, поэтому, когда судят о человеке вот сразу, это, ну, беда. Потому что в каждом человеке потайные ящики, много их там. А это, значит, побег. Клетка, ну, почти невидимая. Мгм. И птичка уже одна вылетела, другая там еще. Кто-то забыл закрыть клеточку, и птичка воспользовалась. А слева это опять орнамент из листочков. Потому что здесь, ну, она не стала бы рисовать лес, Мгм. там, рощу, куда улетят птички, а как напоминание, как знак. Вот листочки говорят о свободе, о лесном пространстве, куда можно улететь и жить себе на воле. Здесь небо, а там лес. Вот столкнуло два цвета, здесь листочки, а там облака, и мир распахнулся. Не обязательно долго объяснять. Хотя, когда есть художники, которые великолепно долго объясняют. Можно сказать, что, скажем, Наташа, она художник, ну, как бы поэтического склада. А поэзия – это же, ну, есть Гомер, который прочитать полжизни надо, вот. А стихотворение может быть всего в 4 строчки и говорит очень много. Но есть художники, романисты. Если возьмешь Яна Ван Эйка, чего только у него нету в картине. И натюрморт, и кувшинчики, и какие-то там апельсины, и окно, там где-то в глубине далеко видна городская стена, к городским воротам скачет всадник, там кто-то... То есть это, ну даже вот вспомни Брейгеля «Охотники на снегу». Если рассматривать, это роман, Мгм. это не стих, хотя роман поэтизированный, там очень много поэзии, но чего там только нету. Вот. И это тоже прекрасно. Но есть художники, которые вот чуть-чуть покажут, но так сопоставят одно с другим, что ты вот мир ощутил в полноте своей. Можно ли сказать, что Наталья Литвинова, что это ее характерная черта сталкивать два цвета основных каких-то в картине? Ну, она это делает часто, но не всегда. Мгм. Хотя то, что я подобрала, наверное, интуитивно, для того, чтобы первое знакомство с художником, ну, может быть, многие ее и знают из тех, кто будет смотреть эту беседу, но это как бы холодное с горячим, да? Мгм. Соединить и из этого вот столкнуть. «Белая ночь». Ну, понятно, «Белая ночь» – это, значит, Санкт-Петербург. Ну, в прошлом Ленинград, Петроград. Ну, в общем, как и Астана, постоянно менял свое имя. Я однажды была, но уже в июне. Это уже были остатки белых ночей. Ну, такие не белые, а серые уже были. Мгм. Серые. Но все равно это очень впечатляет. А в белые, говорят, можно просто книжки читать. Я видела, я тоже была. Но Да? я из тех людей, которых не заценили это. Да? Ночью все-таки я люблю спать в темноте. Ну, посмотреть это. Да, знаете, Значит, это? что это, вот как у нее? Вот «Белая ночь» – это, значит, свет, льющийся как бы ниоткуда, да? Мгм. И вдруг образ вот льется, свет льется, и вода льется. Поэтому она соединила это как водопад. Вот. В любом языке масса вот таких слов, которые, ну вот, например, я читала про эвенков, вот северных народов. Мгм. Они не могут, у них нет слова «снег», Почему? одного слова «снег». Потому что у них есть слово «снег, который выпал вчера», это одно слово. Мгм. Снег, который идет сейчас. Мгм. Снег, который идет крупинками.
снег, который идет пушистыми лохмотьями, снег прошлогодний, 100 имен, а просто слова «снег» нету. Я читала, что у казахов в конце XIX века еще было 90 слов, обозначающих верблюда и для лошадей. Ну вот сейчас осталось, да, годовалый жеребенок, только что родившийся, там все имена есть. Еще, да, есть такое. Вот. Когда появляется письменное слово, когда человек вообще ленивый, он экономный, и тогда появляется снег, и к нему прибавляется прилагательное. Снег вчерашний, снег мокрый, снег сухой. Липкий. Липкий. А у них это все отдельные слова были. Так что вот потерять любой язык человечеству нельзя, потому что раскрывается бесконечность вот словесного мира, что можно так определить, а можно так определить. Вот. Это, да, завидую полиглотам, которые могут вот соединять, знать, как это звучит, скажем, на английском и еще на 10 языках. И из-за этого возникает более глубокое, более серьезное восприятие языка как такового. И такой же язык есть в живописи. То есть есть язык восточной живописи, которую европеец назвал бы графикой. Когда китайцы впервые увидели европейскую живопись, они сказали: «Зачем вы так много говорите?» А европеец, увидев китайскую живопись, сказал: «А что это вы не договариваете?» Да? Вот это две культуры сбились. Поговорить не о чем. Да. Так что это очень важно. Здесь тоже, да, вот верх темный, потом идет этот голубовато-белый свет, как водопад. И внизу много камушков. А галька – это вот красивое, да, вот то, что падает, вода, морская, камушки, они все гладенькие, да, их всегда хочется в руки взять. Это вот разные стихии собрались в одной картине, и они живут в гармонии. Это великолепно. Но нужно сказать, работы Литвинова меня всегда поражают. Вот уже вроде я ее знаю много лет, ну, с конца 80-х, и знаю, что она делала раньше. И вот что-нибудь напишет, и думаешь: боже, как эта фантазия работает. Поразительно. Да. А главное, сколько ж труда. Да. Сколько, потому что даже просто вот этот фон. Да, это у нее тканные небеса. Мир соткан. Это возникло еще в Древней Греции. Мир сотканный, потому что, это известная история Афины, да? Она соткала мир живой, а ее соперница, земная женщина, соткала великолепный ковер. Да. И вот вообще каждый раз думаю, какие боги были вредные у греков, превратила ее в паука, Арахну. Это замечательно. У лукоморья, да? Вот. Ну, лукоморье, излучина берега такая. Вот. Ну, у лукоморья дуб зеленый. Да. И закат. Это же волшебный закат. Это вот как калейдоскоп. Ну, да. Кто в детстве не хотел иметь калейдоскоп? Да. Хотя это простая вещь. 3 стеклышка, насыпана всякая ерунда, и вдруг возникают такие орнаменты, такая красота. Поразительная вещь. И вот здесь это калейдоскоп цвета, калейдоскоп форм. Потому что само лукоморье, хотя это просто излучено, да, берег, но после Пушкина, очевидно, да, у лукоморья дуб зеленый, там золотая цепь на дубе том, что это обязательно связано со сказкой.
А рассказка – это бесконечное разнообразие, так сказать, волшебное разнообразие, ну, хотя бы цвета. И поэтому закат – это чудесная картина такая, где, ну, как бы из цвета создаются какие-то даже кристаллы, какие-то формы, которые играют. Всегда есть художники, ну, очень талантливые. Перед ними расстилается мир, который видим и мы. Мгм. И казалось бы, ну почему бы, ну, с разными оттенками, нюансами, но не говорить об этом мире как о таковом. Яблоко есть яблоко, ничего, как бы оно вкусное, но не волшебное, это не то, которое там в сказке бегает по блюдечку. И почему один художник, мужчина или Сезанн писал яблоки всю свою жизнь, и некоторые натюрморты писал по 80 сеансов каждый день по 2 часа. Представляете, 160 часов, несколько яблок. Это... У Сезанна было особое отношение к своему творчеству. Он всю жизнь искал какое-то сверхмастерство. Пытался добиться его. Да, ну это все талантливые художники делают. Менее талантливый, ему кажется, что он добился совершенства, потому что он не видит, что совершенство отдалилось. Он приблизился, а оно отодвинулось. А тут можно вспомнить Фета. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Написано ли это слово или произнесено, но у каждого слова был такой российский филолог рубежа 19-20 века, Гарфункель. Мгм. И он писал: любое слово как айсберг. Наверху одна часть, а в воде, ну, он считал, что 7, теперь говорят 9, там, как бы вот соотношение того, что внизу, и того, что это. Значит, вот ты, ну, сама ты пишешь, да, иногда? Ты вот составила предложение, и сегодня ты прочитала шедевр, а завтра читаешь и видишь одно слово выскочило, оно сюда не вмещается. Вчера вмещалось, а теперь какая-то другая грань, другой срез пошел. Поэтому поэты-то и мучаются, и в живописи точно так же. Очень часто: ой, это у меня так ребенок делает. Но тут ему можно сказать: Литвинова счастливым образом, это счастье, о чем мечтал Матисс и многие художники, она воспринимает мир, когда надо, когда она отходит от холста, она воспринимает как взрослый человек, который знает, что и как сделать, чтобы хозяйство не развалилось. Да. Но когда она подходит к холсту, она превращается вот в то счастливое, младенческое, вот приобретает состояние, когда мир волшебный. Мгм. Не просто вот яблоко надо съесть, компот сварить, повидло сделать, да, а что это совершенная форма, совершенный вкус, совершенный запах. Хотя современные яблоки не пахнут, но только если из своего дачного они еще сохраняют запах. А в нашем детстве, не знаю, опор так пах, что просто голова кружилась. Вот как ребенок это не обвинение, Мгм. это премия, можно сказать. Восхищение. Да, это, как его дают в Америке, фигуру. Оскар. Это Оскар для художника, что ты сохранил в своем изображении вот то счастливое, искреннее, незамутненное восприятие мира, которое есть у ребенка. Но при этом ты работаешь как зрелый мастер. Это очень сложное сочетание, так же как холодный цвет с теплым соединить, но так, чтобы они создали гармонию, а не раздрызг. Так что это, ну, не знаю, всю жизнь этому посвящаешь, а потом какой-нибудь придет художник вроде Литвиновой или там Бисебидовой или Хайрулиной и макушку черепа твоего снесет.